Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Сегодня мы будем говорить и о выборах. Есть местные органы, выборы в местные органы, регистрация уже кандидатов началась. И, естественно, будем говорить об этом вечном абхазском споре. Какая у нас система нам нужна, избирательная, мажоритарная, пропорциональная или смешанная. Сегодня у нас в гостях Алхаз Тхагушев. Алхаз, добрый день. Ну, начну, в общем-то, с текущей ситуации. Выборы, избирательная кампания началась, вот регистрируют уже кандидатов, но как-то очень вяло, да, вот, в общем-то, этот процесс идет. В свое время ты тоже принимал участие вот в этой реформе органов местного самоуправления, и вроде бы тогда еще при Рауле Хаджимбе отчитались, что вот мы провели реформу органов местного самоуправления, но почему вот это всего не получилось? Ну, вообще никакой реформы не было. Ну, вот как были на бумаге. Были предвыборные обещания провести реформу. Но на самом деле там никакой реформы, по сути, проведено не было. И да, это был, основные претензии у меня к Раулю Хаджимбе тогда были и к той власти, именно в этом они связаны, что они шли с этим пакетом. Ну, собственно, это уже не уникальная ситуация для Абхазии, когда люди идут на волне того, что они проведут реформы, а потом, придя к власти, вдруг очень быстро сдуваются. Понимаешь? У нас же каждый очередной президент, он говорит, что мы будем, например, сокращать там госаппарат. Госаппарат у нас только растет. Новые ведомства появляются, новые какие-то чиновничьи позиции. Ну, это факт. И тогда то же самое, там ничего не случилось. Случилось даже ухудшение ситуации, потому что мы, по сути, получили полных назначенцев. Раньше эта система предполагала все же некоторое согласование там с горсобранием и так далее. А сейчас ты можешь назначить исполняющим обязанности и вообще привет. Вот. Так что никакого самоуправления у нас, по сути, нет. И мы этот элемент, мы его размываем. Мы кто? Это власть придержащие. Вообще властям, которые в меру коррумпированы, непрозрачны, любой власти, а у нас система, она такая, она не в меру уже, а сверху донизу коррумпированная. Да? И насчет прозрачности там тоже очень много вопросов, причем безотносительно там, кто возглавляет, потому что у нас любят как бы выборочно видеть. Вот эти наши пришли к власти, все хорошо. Теперь не наши, все опять плохо. На мой взгляд, система так или иначе, с разными вариациями, она не меняется. И она остается такой. И власти выгодно, чтобы общество было фрагментированным, чтобы общество было атомизированным, чтобы люди ни в коем случае не догадались, не додумались объединять усилия. Причем неважно, как бы у нас почему-то считается, что вот эти два политических лагеря, они определяют там судьбу Абхазии, и они как бы что-то формулируют. Но на самом деле очень много социальных и прочих проблем, в том числе вот на уровне местного самоуправления, которые, по идее, должны инициировать и обсуждать, и требовать, и как бы следить за тем, как это выполняется, именно жители. Жители там той или иной улицы, того или иного дома там многоквартирного или нескольких домов, да, как бы такое дворовое сообщество. Вот на этом уровне у нас все размыто, и это очень плохо, потому что это и есть основа, как бы, как я понимаю, любой системы, которая заявляет, что она демократическая, да, и вот у нас республиканский строй, так или иначе, даже если там оставим все эти вопросы
неоднозначные с электоральной демократией, да, но все же у нас республиканский строй, да, институты что-то да значат или должны значить. Да. И вот этот институт местного самоуправления, когда я, мой сосед, моего соседа, сосед, вот мы все вместе здесь живем, да, и мы следим за тем, чтобы все правильно происходило. Да. Но у нас вот на свадьбы, на похороны мы с удовольствием собираем деньги, ходим, это как-то работает. Вот эта общность, она срабатывает. Но в том, что касается как бы обустройства нашей жизни на этом низовом уровне, вот здесь как-то у нас очень все, ну да, не заладилось. Но у нас помимо этого уже долго тоже идет спор. Все-таки можем ли мы выбирать глав местных администраций? Нет. Вообще, какое твое отношение к этому вопросу? Ну, одними выборами, я считаю, что это нужно делать, конечно. Вообще нужно пытаться экспериментировать. Я не понимаю вот этой боязни чего-то как бы не трогать и не переформатировать, когда у тебя это работает из рук вон плохо. То есть, если бы у тебя это работало хорошо, то да, всегда это вопрос. Да, вот я как практикующий менеджер, там, управленец, какой-никакой организации управляю, я знаю, что если какое-то направление работает хорошо, его всегда очень сложно какие-то вводить изменения. Но когда у тебя прям кошмар творится в чем-то, ну там вообще несложно и легко, и просто ты должен просто найти что-то. Попробуй одно, потом второе, третье, но ты что-то найдешь. Но не работает. У нас очень плохо работает система вот на местах. И мы специально это делали тоже. У нас же все как бы пылесосом. Здесь тоже нужно понимать. Одно дело это выборы. Ну, предположим, мы будем выбирать главу района или города Сухум. Но важно понимать, какая экономика и какие налоги, или какие деньги остаются на этом местном уровне. Понимаешь? У нас система устроена таким хитрым образом, нехорошим, что все деньги высасываются наверх. А потом с барского плеча они вот субсидиями идут там в районы. Так это работает, к сожалению. И сделано это тоже не просто так. Для того, что... Тем не менее, у нас даже при этой системе, там два региона, это Сухум и Гагарский район, они самодостаточные, то есть экономически они состоятельны, то есть ну, если исходить из этой точки зрения, что они самодостаточные, в принципе, можно было бы эксперимента ради там провести, допустим, я не знаю, там в Сухуме или в Гаграх, там выборы там, главы, допустим, местной администрации. В Сухуме это можно сделать. В Гаграх я там слышу мнение там, противников, что это типа вот приграничный район, и это вот как бы может создать сложности, ну там какие-то есть свои местные нюансы, но в городе Сухум, я считаю, вполне. Это можно было уже давно сделать, да, для того, чтобы это была такая политическая позиция. То есть мэр города Сухум, он может показать нашему обществу, да, что он объективно такой вот хороший управленец, справляется с многими проблемами. И потом, конечно, у любого человека, который справится с этой должностью, с этим объемом как бы ответственности, ну, у него прямо подтвержденные президентские амбиции, да, или там, не знаю, какие-то другие более высокие какие-то должности человек готов занимать. Это нормально, я считаю, что такая естественная как бы естественное как бы восхождение к вершине власти, ну, там президентская, это у нас самая высокая должность, да, чтобы мы не покупали там кота в мешке, а чтобы человек действительно мог себя реализовать. Ну и потом это не назначенец, человек, который смотрит в рот президенту, который его назначил, а он в большей степени зависит от мнения горожан. Это тоже, мне кажется, прям резко меняет фокус. Но, опять же, нужно перенастраивать бюджетную систему тоже.
Нельзя все высасывать пылесосом как бы на уровень республиканский для того, чтобы оставлять на подсосе, там, скажем, местную власть. Местная власть должна быть заинтересована. Вот если, например, приходит какой-то бизнес, и он обосновывается там в Ачимчирском районе, или в Гагарском, или в городе Сухум, то значительную часть налогов мы должны оставить там, от этого предприятия. Почему? Потому что мы должны поощрять, стимулировать местную власть, быть сопричастной, то есть местная власть должна денно и ношно думать, что если какой-то бизнес у нас появится вот здесь, да, то мы в наш местный бюджет получим больше доходов. Это должно так работать. Это везде в мире, в принципе, ну, как бы в основном так работает разумным образом, когда ты даешь, ну, реальный стимул людям это делать. Ну, перейдем ко второй части нашего марлезонского балета. В парламенте, ну, рабочая группа, созданная при парламенте, при Народном собрании, она как бы свои предложения вынесла по конституционной реформе, по распределению полномочий между парламентом и президентом и парламентом. С другой стороны, вот этот как бы второй вопрос реформы избирательной системы, тоже такой краеугольный камень, как-то завис, но тем не менее большая полемика, я сейчас смотрю, ведется по поводу вот этой системы, переходить ли нам с мажоритарной на смешанную систему или нет. И очень много всякого рода опасений. В частности, я читал о том, что вот переход, то есть переход на вот эту смешанную систему превратит, что вот эти партии будут оптом и в розницу скупать там извне и так далее. И, в общем-то, мы получим абсолютную такую как бы контролируемую власть. Ну, у меня, я бы хотел, наверное, сперва твое мнение выслушать, я потом бы, наверное, свое высказал. Ну, прежде всего, мне кажется, нужно понять, что логика вот этой рабочей группы и того, почему мы занимались прежде всего вопросами перераспределения, потому что это первый вопрос. Если мы сейчас, например, оставим президентскую форму управления с этими очень большими полномочиями, таким перекосом, да, таким дисбалансом в сторону президентской как бы позиции, да, все концентрации власти, и при этой форме правления мы введем смешанную, значит, систему избирательную, я думаю, я категорически против. Если мы меняем саму конфигурацию власти, тогда мы можем вторым уже порядком смотреть на изменения избирательной системы, но никак не наоборот. Если мы это сделаем, то я, да, полностью согласен, что это будет, ну, еще большее, скорее всего, усиление и так непомерной большой... То есть, как я понял, должны пройти две реформы одновременно. Либо одновременно, либо одна реформа, да. Их этапная ставка. Одна за другой. То есть сперва должно произойти перераспределение полномочий, и потом переход на мажоритарную. Ну, смотри, переход на смешанную систему, которую вот обсуждаем, да, я должен сказать, что в полной мере разделяю те опасения, которые высказывают противники. Да, например, там вот Батал Иванович Топагло, один из таких главных спикеров, который за то, чтобы мы оставались при мажоритарной системе. Беслан Халваш, как вот глава рабочей группы, он тоже придерживается этой позиции, и Дауд Хутова, например. Ну и другие люди, конечно, но вот эти вот, скажем, спикеры, которые я тоже видел, как они публично высказывались по этому поводу, и с ними тоже имел возможность общаться. Я в полной мере разделяю их опасения.
И, в принципе, вот это резонное замечание, вот я тоже придерживаюсь его, что сначала мы должны провести реформу, связанную с перераспределением, а потом пообщаться, поспорить и так далее, и подумать о том, как переходить или не переходить на смешанную. Я считаю, что при всех тех опасениях, которые они... Вот мы представим, то есть нужно понимать, что если вот представим, что уже прошел этот этап, когда перераспределили мы полномочия у парламента, больший вес политический появился, значит, соответственно, вот этого дисбаланса меньше или его практически нет, и мы приступаем к обсуждению избирательной системы. Я считаю, что мы должны, конечно, все эти опасения, которые высказывают противники перехода, мы должны их серьезнейшим образом рассмотреть. То есть это нужно, чтобы была создана опять рабочая группа, и она должна в это вникнуть. Опасения, связанные с тем, что можно будет легче манипулировать этим процессом, они вполне себе обоснованные. Потом, ну, там есть много разных моментов, но главный момент, который меня настораживает, что мы размоем вот роль прямой демократии. То есть представительская демократия у нас, как бы это понятно, в Конституции все это прописано, но мы видим, что в Абхазии неравнодушное, вполне себе активное общество. И это общество постоянно, да, влияет на эти процессы. Но мы должны задать некую рамку, я считаю, которая бы позволяла людям влиять на этот процесс не стихийным образом, не посредством митингов, а посредством возможности общения с представителями своими, которых они выбрали во власть. Потому что ситуация, при которой депутаты парламента, скажем, какие-то избегают встреч с избирателями, но она просто нетерпимая. То есть если ты, дорогой мой друг, идешь в депутаты парламента для того, чтобы прятаться от своих избирателей, ну подумай о том, стоит ли тебе избираться. Потому что, да, это такая ответственность, она налагает, я понимаю, что ты можешь быть человеком закрытым, непубличным, но тогда не иди в политику публичную. Если ты не можешь общаться, не иди. И вот этот механизм, мы должны его усилить и прописать, и сделать очевидным, что любой депутат, например, если в каком-то округе собрано, ну, я не знаю, там 200 там, или 300 или 500 подписей, любой депутат, я считаю, с любого округа должен прийти и встать перед этими избирателями и объяснить им свою позицию. Ну, то есть, если есть депутаты, которые не в состоянии объяснить свою позицию, то я считаю, что это уже не депутат. И в этом плане вот это опасение, что когда эти люди будут спрятаны за ширму, значит, политической партии, что они как бы смогут вильнуть от этой ответственности и не выходить к людям, вот это главное опасение, например, для меня тоже. Понимаешь? И с другой стороны, если мы технически пропишем, что это невозможно делать, что человек обязан будет, значит, прийти к людям и дать ответ, то, в общем, я думаю, что это, ну, вот таким, это конкретный один пример, который показывает, что, введя этот механизм, мы можем снять опасения, ну и так далее. Ну, я вот как раз чуть хочу поспорить по этому поводу. Но понятно, что в любой такой проблеме абхазской всегда существуют очень серьезные опасения. И эти опасения, они зиждятся на том, что это вот как бы степень коррупции, в общем-то, везде, вот в каждой сфере, она зашкаливает, да, то есть и мы понимаем, в общем-то, что большое количество людей, которые идет в этот парламент, они становятся потом очень как бы достаточно состоятельными людьми. То есть при желании ты можешь там очень сильно как бы разбогатеть, как бы предложение всегда есть. И тем более, если
ты будешь поддерживать там линию партии, да, тебе там зеленый свет, там тебе и, в общем-то, я уже не говорю о там каких-то деньгах в конвертах, но какие-то земельные участки, какие-то там беспроцентные кредиты там на строительство гостиниц, еще каких-то предприятий, это вот как бы обеспечено. В общем, как бы коррупция, она существует не только, там, опасения, опасность существует это не только при партийной системе, она существует и при мажоритарной системе. Я хочу просто вот как бы последние парламентские выборы, с 35 мест, сколько у нас оппозиционеров прошло в этом парламенте? Ну, немного. Да, 2-3 человека вот официально были оппозиционерами, да. В общем-то, Аслан Бжани имел контрольный пакет. То есть контрольный пакет, я просто скажу, что в принципе огромные деньги вложили, чтобы вот эти люди прошли. Было такое, было, чем мы будем греха таить, да, то есть вложили там люди, которые, да, мало кому, многие вообще мало кому вообще известны, это, никакого опыта работы, ничего, но стали депутатами, да, то есть он мог даже и Конституцию изменить. И я помню те процессы, которые происходили вот в этот период, там апартаменты, там закон, соглашение об инвестициях, когда все это могло спокойно пройти. И если бы вот как бы толпа недовольных масс людей, неравнодушных не собралась тогда 15 ноября у здания парламента, да, в общем-то, вот эти же люди, которые мы говорим о том, что вот как бы мажоритарная система, она лучше, то есть она бы вполне спокойно проголосовала бы вот за всю эту как бы очень отрицательную повестку. Коррумпированную повестку, давайте вещи своими именами называть, да, и проголосовала бы. И сейчас мы, в общем-то, вот уже чуть года даже не прошло, но при этом мы уже не помним, да, мы, как бы эта история забылась, в персоналиях нет, да, пойди разбери, кто как голосовал бы и так далее, кто как заявлял, но если бы у нас было бы партийное представительство, вот там вот, я не знаю, условно там партия там, я не знаю, социалистическая партия, партия либералов, да, вот они выступали, да, я сейчас просто не конкретизирую там имена там тех существующих политических организаций, которые здесь у нас в Абхазии рулят, да, то есть если бы они в этом парламенте заседали бы как именно партийная фракция, да, и выступали бы за апартаменты, там как бы рвали бы свои эти как рубашки на теле, чтобы это соглашение, чтобы этот закон провести и так далее. И вот эти массы их снесли бы, то есть это было бы конец этой партии. То есть вот 15 ноября, после 15 ноября, когда вот протестные, в результате протестов как бы все это отменилось, это была бы отмена бы этих политических организаций. Но при мажоритарной системе этих людей не отменишь. То есть нет, они-то могут, как бы Мавр сделал свое дело, уйти, и на их место придут другие. Преемственность. Да, преемственность. То есть, ну, людей, желающих там как бы выполнить чью-то волю, слишком много у нас, к сожалению. К сожалению. Но вот это, а если была бы вот как бы было понимание, что вон там партия заседает, и вот эта партия гнула эту линию антинародную, антигосударственную линию, то есть она фактически попала бы под люстрацию. Мы просто, у нас как бы из уже какого уже 4-е десятилетие мы как бы в прокрустовом ложе прокручиваемся, у нас все положительные герои, как бы, но назвать вот
вот эту организацию, да, людей, эта организация людей существует, которая контролирует вот это все, да, то есть они просто людей, как бы, собственно, через вот эту мажоритарную систему набирают и лоббируют свои интересы. То есть нам нужно все-таки, наконец, перейти к этой системе, когда вещи называют своими именами, то есть вот этих лоббистов, то есть и уже, если они уже, собственно, доводят до кризиса, чтобы они с этим кризисом как бы подавились, собственно говоря. То есть ситуация должна быть такая, мне кажется. Да, всегда опасения есть. Да, есть опасения, что эту партию купят. Но в конце концов, эта купленная партия, она потом будет отвечать уже конкретно. И конкретные лидеры этой партии будут отвечать за те процессы, которые произошли в стране. И за те последствия, которые тоже вот как бы легли на наши плечи. Собственно говоря, мне кажется, здесь речь идет об ответственности. Вот это отсутствие этой ответственности в мажоритарной системе, оно прослеживается. Сложно не согласиться со многими тезисами, которые ты высказал. Но я должен просто как-то упомянуть, мне кажется, это правильно сделать, что в преддверии вот этих всех событий, когда пик был связанный со сносом этого позорного забора там, и прочих вещей, все же в преддверии были встречи с избирателями депутатов. И очень многие депутаты, встретившись со своими избирателями, все же вынуждены были серьезно корректировать свою позицию. Это очень сильно, кстати говоря, подстегнуло вот этот общественный интерес и вообще протестные настроения. Поэтому вот это к вопросу о том, что встреча с избирателями – это крайне важный элемент, который мы не должны, не можем, и, я надеюсь, не будем игнорировать. Просто его нужно еще лучше прописать, институциализировать для того, чтобы эта связка была. И я считаю, что да, если мы проводим вот эту вот работу по перераспределению полномочий, то следующим шагом, я считаю, что мы могли бы попробовать эту смешанную систему. Опять же, нужно понимать, вот я сталкиваюсь с этим тезисом, когда говорят, что если мы перейдем на смешанную систему, то она обязательно нас приведет к пропорциональной потом полностью. Но это вообще не факт. Я считаю, что это аргумент, который не выдерживает критики. На самом деле переход к смешанной системе, когда мы будем частично, например, выбирать мажоритариев, частично выбирать по пропорциональной системе, она нам даст возможность увидеть возможные изъяны. Вот. И я тоже согласен, что мы должны переходить, вот вторым этапом мы должны переходить к этой системе для того, чтобы посмотреть, как это будет работать. Но если мы говорим о мажоритарной системе, например, у нас свои как бы минусы обозначились со временем. Это невозможность, например, прохождения в парламент, скажем, людей, представляющих там, скажем, другие этнические группы, ну вот не считая нескольких депутатов, значит, армянской национальности, которые вот есть компактные анклавы, они оттуда избираются, но все остальное это прям... Вообще, да. Мы просто вспоминаем времена, когда у нас был там депутат там, Патулиди или депутаты там, Страничкин и так далее. Эти времена сейчас, они прошли, все. То есть у нас практически моноэтничный подход – это очень нехорошая история. Да? В том смысле, что парламент должен представлять все группы и так далее, и так далее. И в этом плане вот эта смешанная система, она, надеюсь, это не факт, но я надеюсь тоже, что она позволит и этот вопрос решить. Более полного, более, что ли, правильного представительства, да, разных групп в парламенте. А это важно, потому что если эти группы не представлены, они маргинализируются, они могут, я не знаю, там, сопротивляться каким-то процессам в государстве и фактически не разделять, как бы идеи, которые мы считаем общими. Да? То есть, если мы вспомним
предвоенный период и военный период, то у нас была такая хорошая, в хорошем смысле, консолидация общества. Да, и мы этим всегда гордились. И мы вспоминаем, например, политический талант Владислава, прежде всего вот с тем, что этот человек мог, вот он любил говорить, там, политика, искусство возможного. Да? И он делал и возможные вещи, но делал и невозможные вещи. Но это все строилось на консолидации общества, а не на том, чтобы разъединять, размежевать и так далее. А вот эта система, которая у нас сейчас, я бы ее назвал такой неофеодальной, да? Когда все отдано в кормление кому-то. Вот. Она, к сожалению, ну вот мы видим, что у нас возникают вопросы, связанные с модернизацией, вопросы, связанные с такими отраслями. Вот, пожалуйста, сейчас ввели, скажем, вот в действие этот закон о кадастре. Посмотри, что у нас происходит. Ну, коллапс наступил. Ну, почему? Потому что нужно было готовить, ну, например, там, скажем, кадастровых инженеров. Да? 12 лет готовили. Ну, очень большой срок, да, запас был. Нужно понимать, что эта позиция, вот, скажем, кадастрового инженера, она в России появилась тоже не так давно, в 2008 году. Вот. Ну, у нас чуть позже этот процесс был запущен, он правильный процесс. Никто не спорит, что его нужно отменить. Да, это архиважная вещь. Да, мы, наконец, сможем увидеть все эти земельные активы, и не будет этой мутной водицы, о которой ты уже здесь вспоминал, когда можно под шумок там, подмахнуть, и огромное количество земель, да, по баснословным деньгам там попадают к каким-то жулью какому-то, да, аффилированному с политическими всякими представителями нашими. Вот. Но мы этого не сделали, понимаешь? И почему мы это не сделали? Это хороший вопрос. Да? Но здесь как бы одним, как сказать, одним вот политическим переустройством очень сложно все проблемы решить. Вот. Но мы должны, конечно, сделать эту этапность, мы должны пройти. Но, например, после того, как, предположим, да, вот, пофантазируем, перераспределение прошла там реформа некоторая, связанная с избирательной системой. Кстати говоря, есть другой момент, который я тоже вот, помню, Батал Иванович любит напоминать нам, что в Великобритании, старейшей демократии, да, там, представительской, там мажоритарная система, но он как бы не упоминает того момента, что мажоритарии там, они имеют партийную приписку. Они не просто как бы вот какие-то такие ни к чему, а они представляют какие-то политические платформы. Вполне тоже вариант, кстати говоря, вот, который тоже можно и нужно обсуждать. Вот. Но следующим этапом, если мы это все сделаем, и мы не придем к тому, что начнем как бы что-то соображать по поводу нашего госаппарата, да, это вне рамок конституционной реформы, но на самом деле административная реформа и сокращение этого госаппарата – это, ну, я думаю, что это первого порядка задача для нас. Потому что то, что мы сейчас видим, это, ну, некомпетентность, непрозрачность, достаточно большая степень коррумпированности. И с этим багажом мы далеко не уедем. Я верю в институты, я верю, то есть демократия в чистом виде, да, есть вопросы, так скажем. Да, вот сказать, что вот электоральная демократия случилась, и мы все проблемы решили, нет, так это не работает. Но я верю в республиканскую форму управления, в то, что есть институты, эти институты там где-то противостоят друг другу, где-то балансируют эти интересы, и таким образом мы получаем лучшее качество, лучший результат. А если мы будем как бы постоянно держаться того, что не работает, ну, я боюсь, что будет только хуже ситуация. Но в любом случае у нас уже 30 с чем-то лет прошло, как мы приняли эту Конституцию.
очень много всяких проблем вылезло. Мы понимаем, что какие-то вещи уже нужно менять, но мы их боимся менять с одной стороны, с другой стороны. Да. Я вот что хотел сказать. Вот сейчас почему-то поймал эту мысль. Вот, конечно, мне, ну, как бы кажется, что мы вот эту конституцию, которую мы сейчас там боимся так трогать, она была в значительной мере или прежде всего написана под конкретного человека. Конечно, под масштаб его личности, под то, что он из себя представлял, а он фактически, ну да, это такой самородок, политический гений, можно сказать, которого, ну вот как бы время показало, что рядом с ним ставить какую-то другую фигуру, ну, сложно или невозможно. Да? И вот мы под этого человека фактически эти контуры Конституции сделали, а другие ребята, даже при нем уже начались как бы в момент, когда ему не совсем здоровилось, он уже как бы не мог всю полноту полномочий этих как бы на себя брать, уже тогда возникли серьезные проблемы, даже в момент, когда он был президентом, Владислав Григорьевич. А вот что касается дальше, ну, с таким объемом, с такой ответственностью никто из наших следующих президентов, к сожалению, можно констатировать, что, ну, никто не справлялся в должной степени. Вот это, эти авторитарные тенденции, которые неминуемо у нас вырисовались, и Аслан Джани – это прям венец всех этих вещей, когда человек ездил в Москву, не пойми от чьего имени, каким образом там раздавал какие-то обещания, потом не мог ответить за эти обещания, потому что они в полной мере касались в том числе и парламента, например. Вот. И эта система показала, что она совершенно не соответствует тем вызовам и тому, что нам сегодня нужно иметь. Мы должны каким-то образом переформатировать либо президентско-парламентскую, либо парламентско-президентскую. Разные мнения есть. И я считаю, что оба этих вариантов лучший вариант, чем вот царская власть, ну, фактически это царская власть. Да? Это будет больше прозрачности, больше возможности как бы иметь некий адекватный, да, и вменяемый там государственный аппарат. Потому что сейчас то, что мы имеем фактически систему, при которой всем у нас рулит, да, чиновник. Я просто хотел бы, ты вот имя Владислава назвал, но с каждым последующим президентом мы в своем суверенитете чуть-чуть теряли. Где-то чуть-чуть, а где-то очень-очень много. Да, и сейчас вот тот суверенитет, который в 90-е голодные годы был, собственно, он сейчас несопоставим с тем, что есть. Тогда плюс, здесь минус. Хотя, может быть, и благосостояние как бы у нас как бы получше стало, и возможности как бы возможности совершенно другие. Но вот этой уверенности в том, что эта страна, собственно говоря, принадлежит ее гражданам, она все меньше и меньше становится. Я, собственно говоря, уже завершая свой эфир, плохо, что на такой минорной ноте, обычно я люблю мажорные, да, но в любом случае нам не стоит унывать. Система управления – это не все-таки не гектары земли отдавать как бы с концами. Да, там можно, если вот что-то не получается здесь с этой управленческой моделью, можно, и тем более как бы она плодит одни сплошные кризисы, можно ее все-таки менять. Менять, ну, если и там не получится, можно поменять на другую в конце концов. Да? В общем, это не проблема. Другой вопрос, если вообще ничего не менять и как бы потом смотреть, что же эта система натворила, да, за все это время, да, и как все это вышло для государства и для ее граждан, как бы, тогда уже, наверное, уже, может быть, и выводы уже как бы поздно будет делать. Я буду прощаться. Алхас, большое спасибо. Я напомню, сегодня у нас был Алхас Тхагушев. Мы говорили и о выборах
в органы местного самоуправления, мы говорили и об избирательной системе, и вообще, как хотелось бы, в какой стране хотелось бы жить. Алхаз, спасибо большое. До свидания.